Кабинет министров республики будет утвержден до 19 декабря. Ради Хабиров направил письма в Госсобрании Башкортостана о назначении Андрея Назарова премьер-министром правительства. Об этом руководитель региона сообщил сегодня на оперативном совещании в ЦУРе. Также главой республики направлены обращения в парламент о согласовании вице-премьеров. Реализация программы модернизации столичных поликлиник и благоустройства территории. Какие еще темы вошли в повестку заседания в материале Динары Таймасхановой? Андрей Назаров сохранит должность премьер-министра, как и его первые заместители Рустам Муратов и Урал Кельсенбаев. Вице-премьерами назначат Азамата Абдрахманова, Рустема Газизова, Ирика Сагитова, Наталью Полянскую, Александра Шильдяева и Ильшата Фазрахманова. Как и говорил ранее Ради Хабиров, глобальных изменений в составе правительства нет. Свою эффективную работу чиновники уже показали. Новыми вице-премьерами станут бывший глава Стерлитамака Рустем Газизов и исполняющий обязанности министра земельных и имущественных отношений Наталья Полянская. Вы совместно с администрацией, правительством и государственным собранием все необходимые материалы, проведите и сделайте. Полагаю, что с учетом того, что мы говорили, 19-го уже должно быть все завершено. Да, и 19-го же, когда, соответственно, будет сформировано правительство, я имею в виду премьер-министр и заместитель премьер-министра, я назначу министров всех. Поэтому я предлагаю к 19-му эту работу завершить. В основную повестку совещания вошли итоги нынешнего года проекта формирования комфортной городской среды. По этой программе территорию, которую будут обновлять, выбирают сами жители. Как правило, это скверы, набережные. К примеру, в этом году благоустроили парк лесоводов в Уфе, обновили набережную реки Бурминка в селе Аскино. В Николо-Березовке в рамках подготовки к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне улучшили территорию общественного пространства. С 2025 года он будет называться «Инфраструктура для жизни», но это все в рамках проектов, которые у нас финансирует федеральный бюджет. Ежегодно выделяется на благоустройство не менее чем 120 территорий. Ежегодно мы благоустраиваем более 1 миллиарда 200 миллионов рублей. И предыдущие 5 лет мы это благоустраивали. В этом году и следующие 5 лет тоже запланировано, что деньги будут выделяться. На прошлой неделе при участии Радия Хабирова открыло двери первое медучреждение, которое отремонтировали благодаря региональной программе модернизации. Это детская поликлиника номер 5 по улице Российской. Обновление предполагает ремонт и техническое оснащение учреждений здравоохранения города. По этой же программе завершаются работы в филиалах детской поликлиники номер 2. Мы все деньги предусмотрели, да, Станова? Так, на следующий год, последующие годы. Да, это прям защищенная строка должна быть. Я понимаю, всегда будет соблазн снять, но все-таки надо довести эту программу в 5 лет капитально поработать. И тогда мы, надеюсь, прежде всего не мы, а люди почувствуют, что первичное здравоохранение в Уфе в должном порядке. 12 декабря состоится ежегодное послание Радия Хабирова Государственному собранию. Руководитель региона расскажет об итогах развития республики и о том, какой курс будет держать Башкортостан в ближайшем будущем. Динара Таймасханова, Артур Ханов, Азат Ишбулатов. Новости. Уфа.